В начале встречи руководитель субъекта напомнил об исполненных с нарушениями, а также начатых и неоконченных в срок проектах, сопровождение которых продолжает обременять бюджет республики. В их числе построенные по федеральным целевым программам без обязательных очистных сооружений республиканский онкологический диспансер и Центр фтизиопульмонологии. К настоящему моменту решение проблемы найдено. По поручению главы республики комплексы обеззараживания сточных вод в упомянутых лечебных учреждениях будут установлены за счет средств Национального фонда развития Ингушетии. Также достигнуты соглашения с поставщиками модульных очистных сооружений. Те объекты, которые перешли 15-17 год, вот они ползут в нагрузку. По всем министерствам мы их доделываем и находим средства. Да? Они, материалы направлены, прошу поднять все материалы по нацпроектам и федеральным проектам. Все. Поднимите направленные в органы внутренних дел, Следственный комитет. И надо будет, если какие-либо ненадлежащие там расследования или там по временные какие-то есть, направляйте информацию прокурору. Потому что если брать у нас по ветхому жилью, там, мы находим там деньги по сусекам, выгребаем их, да? А у нас дело там, он в бегах, некий там строитель. И эти все материалы надо поднять. Надо все федеральные службы, которые, могут в этой части способствовать, ответственность привлечь лиц, которые в нарушении законодательства довели эту ситуацию до такой степени. Но послушайте, половина домов, там уже 2 дома, уже один точно аварийным признать надо, а он не прошло и 3 года или 5 лет-то. И у нас получается, мы тут соберем денежку немножко, а потом ходим там, эти вещи приводим в порядок. Давайте-ка мне полную картину по корпорации Северокавказской. Это тоже надо правительству посмотреть. То есть получается так, что объекты, мы их реанимировали. У нас доброжелатели есть, которые пишут на нас там, да? Технопарк. Отдайте деньги и все. Дайте нам согласие, напишите. Мы не даем. Почему? Воровать будут. 100% не дали. Вы что думаете? Во все органы. Теперь будем отчитываться. Мы отчитываемся за них. Мы просто не дали своровать деньги. Эти все деньги, которые по программе, по указу президента, другие по корпорации Северокавказской выделялись, возьмите их и полностью мне составьте подробную справку. Текущий понятно, контроль есть. Глава Ингушетии подчеркнул, что контроль над процессом возведения в республике новых объектов, особенно реализуемых в рамках нацпроектов, ведется строгий. Кроме того, как отмечалось в начале года, власти региона нацелены на увеличение применения в строительстве кирпича, что не только скажется на качестве зданий, но и отразится на индексе промышленного производства республики и других социально-экономических факторах, так как речь идет о материалах местного изготовления. Осуществление данных планов начато в минувшем январе с перезапуска нескольких производств. По нас проектам строим, посмотрели эти красивые эти железочки, которые там сборные, там эти красные, желтые. Когда еще полгода назад правительство говорили, решили перейти на местный кирпич. У нас там до 7, до 9 заводов, все закрыты, кирпича рабочих нету, каменщиков нету. С 1 января мое указание: мы только строим с кирпича. Потому что под эту железяку красивую можно спрятать все, что хочешь. Поэтому у нас и недоделки потом выясняются. С кирпича. И реанимировали уже, сколько у нас там, до 3 миллионов уже кирпича облицовочный. То есть не только строить, еще надо смотреть затраты. А то металл нам кто-то поставляет. Ага, сборку тоже приезжает, нам поставляют, сбирают. Слушайте, так дело не пойдет. Все перевернуто. С ног на голову. И допускать этого нельзя. Эффективность должна быть контроля. Взаимодействуйте. Взаимодействуйте и с органами исполнительной власти, контрольными управления, казначейства, МВД республики. Ключевая задача для всех участников коалиционного совещания – это задача, чтобы
контроль за расходованием бюджетных средств. Они должны четко быть, и те подрядные организации, и все подрядчики, субподрядчики, сроки их. Вот. Там у семеняник дитя без глаз, там и строительный контроль, там и федеральный контроль, там и что только нет. Понимаете? А вот те объекты, особенно которые перешли там с прошлых лет, там, с 17-18 года, вот эти 7 объектов, которые мы тащим их, то никак не дотащим до реализации, вот, там особое внимание обратить. Одними из наиболее крупных проектов, которые необходимо завершить в республике до конца 2021 года, являются строительство 16 школ на 9610 мест, 9 детских садов на 1980 мест, реконструкция театра юного зрителя в Назране, обустройство 34 территорий общественного пользования, реконструкция и ремонт автомобильных дорог регионального значения протяженностью более 10 километров, первый этап по ликвидации свалки в Малгобеке. Также планируется строительство дополнительного корпуса инфекционного отделения на 60 коек для детской клинической больницы с плановым завершением в 2022 году. Хава Султыгова, Хусен Гагиев, Рахман Цуров. Новости 24.